Меня зовут Джон Ганим, я из Йемена, я бывший мусульманин. Я отрекся от ислама перед Каабой в 2014 году. Но в исламе за отказ от ислама предусмотрена смертная казнь. Я покинул Йемен в 2017 году. Я был в Греции и встретил христиан. И они начали рассказывать мне об Иисусе Христе. Я встретил человека из Сирии. Он ответил по-арабски. Это крест Иисуса Христа, крест Иешуа Аль-Масиха, Спасителя мира. Тогда я впервые в жизни услышал о Спасителе мира. Меня пригласили на урок Библии и в церковь. Войдя в церковь, я увидел людей, поклоняющихся Иисусу Христу. Я смотрел на них и думал, что делают эти сумасшедшие люди? Но в глубине души я завидовал им, потому что чувствовал, что в этом месте присутствует божественная сила. Затем пастор начал проповедовать о грехе, что мы грешники, и грех отделил нас от Бога. Вот почему нам нужен Спаситель. Этого Спасителя зовут Иисус Христос. Он спустился с небес, чтобы спасти нас. Он умер на кресте, а на третий день воскрес. После этого я начал читать Библию. В Евангелии от Матфея 3,16, где Бог, как глас небес, сказал: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И это объясняло, что Отец говорит с небес. Святой Дух нисходит подобно голубю, а Иисус Христос – Сын Божий. Священное Писание убедило меня в Троице и в том, что Иисус Христос – Бог. Я принял Иисуса Христа как Бога. Я вернулся в церковь, и они привели меня ко Христу. Я принял Его. Ислам остался позади, мир остался позади, а Иисус впереди. Он мой Господь, Он мой Спаситель, и Бог вписал мое имя в книгу жизни. После того, как я крестился, я изменил свое имя с Мухаммеда на Джон. После того, как я крестился, Бог велел мне поделиться этим публично. Я поделился своим крещением, своим свидетельством, и начал рассказывать в социальных сетях о том, что Иисус Христос — это Бог. Я женился в Йемене, у меня 2 дочери, и мое видео стало вирусным по всему миру. И я начал сталкиваться с преследованиями и угрозами смерти. Поэтому они развели меня с моей женой, и теперь у меня нет доступа к моим дочерям. Я не могу вернуться в Йемен. Если я вернусь в Йемен, меня там распнут. И Иисус Христос сказал в 16 главе Матфея: «Какая польза человеку, если человек приобретет весь мир, но потеряет свою душу?» Я стал бесстрашным. Я не боюсь смерти, потому что знаю, кто я. Я знаю, что делаю. Я осознаю свое существование. Я знаю, что попаду на небеса. Я верю в преследование. Мы не можем отделить преследование от нашей веры. Да, я потерял свою семью, но у меня есть большая семья. Но по всему миру живет много людей. Они каждый день становятся жертвами преследований. В Африке, Йемене, Афганистане, Пакистане, Индии. Они христиане, но у них нет такой же свободы. Эти люди, они далеко, но мы можем помолиться за них. Это действительно важно — отстаивать интересы этих людей, молиться за них и говорить от их имени. Нам нужно молиться за наших братьев и сестер. Нам нужно молиться за те страны, которые не приняли Евангелие. И помните, что сатана боится молитвы и евангелизации.